На постоянной основе дети подвергаются негативному воздействию со стороны недобросовестных взрослых, в том числе, которые ставят себе целью совершения в отношении деток преступлений. И при этом хотелось бы отметить, что дети являются полигоном, образно говоря, полигоном, на котором отрабатываются современные политические, социальные, психологические, психические, медиатехнологии, адаптированные к условиям нашего общества, сегодняшнего нашего дня. Основная цель, конечно же, этих действий – это дестабилизация общества, работа государственных правоохранительных органов, плюс деятельность носит длящийся характер, постоянно прогрессирует и меняется в зависимости от того, как правоохранительная система с этим борется. Вы привели пример «Синего кита», таких проектов, направленных на противоправное вовлечение в деструктивное поведение детей, множество. «Уйди из дома», «Беги или умри», АУЕ, которая в 2021 году в России признана экстремистской организацией, и прочие другие, которые ставят своей целью причинение смерти либо ребенку, либо чтобы он причинил смерть кому-то. Дети в это вовлекаются независимо от своего желания. Они попадают в антигосударственную, антиобщественную деятельность, привлекаются к участию в протестных движениях, в антиобщественных акциях, в том числе, которые выражаются в нападениях на сверстников, педагогов, а порой просто на незнакомых людей, прохожих на улице или людей, попавших в сложную ситуацию. Но, естественно, это все непрерывно связано с ростом детской смертности. В результате недобровольного, подчеркнусь, искусственно навязанного самоуничтожительного поведения детей. В России в 2017 году, если не ошибаюсь, Министерством внутренних дел сотрудниками уголовного розыска была проведена большая работа в целом ряде регионов, 28 регионов одновременно прошли обыска. И задержано было много людей, которые именно в этом «Синем ките» и участвовали. Сейчас механизмы для задержания, механизм борьбы для раскрытия, выявления этой сети, они непростые, они сложно документируемые, сложно доказываемые, но положительный опыт у МВД России есть. Переговоры состоялись, и мы не слышим таких кричащих, вопиющих фактов в последнее время, в том числе благодаря работе и МВД, и ФСБ России. Со своей стороны готов сказать, что если какая-то помощь нужна на территории России или со стороны МВД России, не сомневаюсь, что эта помощь будет оказана. На прошлой неделе историю гагринскую с Валерием Сергеевичем обсуждали и думаем, как в эту сторону. Не все могу говорить сейчас. Понятно. Поэтому не прошло это событие мимо нас. У меня все, в принципе, спасибо за внимание.